Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Лиза Васильева, и я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе в Ленске группа подростков решила прокатиться на машине с ветерком. Один погиб на месте, двое в больнице, третий сбежал. На борту Ми-8 авиакомпании «Полярной авиалинии» родилась девочка. Разлив нефти на Талаканском месторождении в Ленском районе без угрозы окружающей среде. Якутянин исполнил песни Виктора Цоя в фильме «Лето» российского режиссера. Итак, начнем. В Ленске группа подростков решила прокатиться на машине с ветерком. Всем было по 15 лет. Ни у кого водительских прав, естественно, не было. Результат очевиден. На высокой скорости машину перевернули на трассе. Один погиб на месте, второй в реанимации, у третьего многочисленные травмы и ссадины. О судьбе четвертого неизвестно. Он, видимо, сбежал. Свою последнюю катку ребята сняли на видео и выложили в сеть. Через несколько минут они попадут в страшную аварию. Произошел разлив нефти на Талаканском месторождении в Ленском районе. Как уверяют эксперты, разлив не несет угрозы окружающей среде. Объем составил 8 кубометров, а площадь загрязнения на производственной площадке составила 60 квадратных метров. Нефть с площадки собрана, место очищено сорбентом. Причины выясняются, проводится расследование. В социальных сетях распространилось видео, демонстрирующее фонтанирующую нефть на одном из месторождений. На борту Ми-8 авиакомпании «Полярные линии» родилась девочка. Роды прошли при выполнении санитарного задания по маршруту Маган-Чагда-Маган. Новоиспеченной мамой малыш чувствует себя хорошо и сейчас находится под наблюдением врачей в перинатальном центре. В городском парке Якутска на аттракционе «Фараон» 10-я кабинка болтается. На замечание оператора аттракциона был получен ответ «Знаем, скоро починим», но все равно сажают туда людей. А каким будет новое колесо обозрения? 12 закрытых и 6 открытых кабинок будут оборудованы световым оформлением, а высота составит 40 метров. Прокатиться с ветерком на колесе можно будет и в 30 градусов мороза. Предусмотрено отопление при низких температурах. Напомним, старое колесо прослужило якутянам 35 лет. С 1 июля в Якутск прибудут новые автобусы. 18 машин вышли с конвейера Павловского завода. Новые автобусы утепленные, цвет кузова красный. В зависимости от комплектации они вмещают от 17 до 23 посадочных мест. Общая вместимость составляет от 53 до 65 человек. Новые автобусы заступят на каждый маршрут. Из города Павлова, с завода. Новенькие. Очень голодный медвежонок пытается разорвать пакет и съесть содержимое. В конце он получает желаемое. «Мишки в лесу» – картина Ивана Шишкина «Утро в Сосновом Бору» в Нерюнгринском районе. Мать-медведица гуляет с 3 медвежатами. Снимаю. Трое штук. Трое. Вон медведица. Пошла. Вот они, мелкие. 3 штуки. Иди поймай одного. Иди лови сам. Жители Зырянки эвакуируются на погрузчики. Они взбираются на ковш, минуя воду. Женщинам страшно, но все-таки все завершается благополучно. Из одного сука давно поваленного дерева выросло целое дерево. Чудеса природы, да и только. К другим темам. Драку якутских девушек у крыльца ресторана «Сунгари» сняли на видео. Парни пытаются их разнять, но дамочки вцепились в друг друга крепко.
Медленно умирающий дрон заснял свое спасение в последний момент. У него села батарея, когда он пролетал над озером. На кадрах видно, как аппарат начинает снижаться и быстро приближается к поверхности воды. Заметивший неладное владелец бежит по берегу и бросается в озеро, спасает свой дрон и возвращается обратно на берег. А вот таким красивым был закат в Якутске. Пользователи соцсетей были очарованы и поделились фотографиями. Жители Якутска собирают дикий лук на берегу теплого озера. В центре города растет лук. А вот на этом видео в Казани бушует торнадо. Жители и вправду напуганы увиденным. Сорвало крышу, а смерч напоминал кадры фильма о Гарри Поттере. Вообще! Предлагаю идти в подвал. Офигеть! На видео не облака и не тумана. Это дикий рой комаров на севере Якутии. Они везде, на поле, в траве, на деревьях, в воздухе, которым вы дышите, на одежде и на стенах дома. Говорят, от нашествия гнуса ежегодно погибают сотни диких зверей. Грандиозная дискотека 90-х и 2000-х прошла в Якутске. Звезды тех времен Шура, Света, Акула, Децл и группа «Пропаганда» выступили на стадионе Туймада. Фотографии прилетевших звезд сразу распространилась во все соцсети. Люди были очень рады увидеть кумиров детства. На дискотеке танцевали все, и никто не остался равнодушным. А раньше всегда были такие моменты, когда люди отдыхали, потом набирали обороты. Во время празднования СХ Туймад 23 июня с 16 часов на ипподроме местности Юсхатын состоится 3-й международный фестиваль кумыса Аи-Ага – божественный напиток. Жюри будет дегустировать и оценивать всех по пятибалльной системе. Продукт-победитель определяется по наибольшему количеству баллов. Все участники должны иметь национальный костюм и атрибутику. В самом центре Якутска на Зеленом лугу люди моют машины. Как комментирует очевидец, им жалко 200 рублей на мойку. Добавляет, пускай им будет стыдно от того, что гадит реку Лену. Напомним, Якутский комитет охраны природы следит за несанкционированными мойками. Столичные водители должны мыть свои транспортные средства на специально оборудованном месте, а не никак на берегах рек и озер столицы. Вот в таком состоянии сейчас находится дорога в Намцирский тракт. Как утверждает жительница, там живет около 500 человек. Это место, где можно гулять, вырастить урожай. Но, увы, сейчас это просто невозможно. Скоро здесь откажутся ходить автобусы. Посмотрите, пожалуйста. Невозможно. Скоро откажется полностью ходить автобус, потому что нас никто не слышит. Семья из Норвегии с маленькими детьми путешествует по Якутии на велосипедах. Молодая семья с 2 детьми еще в апреле прилетела в село Сакрыры Венебутантайского улуса. Главной целью их поездки было пожить жизнью местных оленеводов. Далее они уехали в Верхояние. Теперь их задача – познать жизнь и быт коневода. А вот так быстро расходятся скоростные пассажирские поезда, которые движутся со скоростью 311 км в час. Очевидцы радуются, что успели запечатлеть столь быстрое явление. So did we miss it? Together? Well,
Частично расселенный дом по адресу Чернышевского, 70 загорелся в Якутске. В результате пожара никто не пострадал. Еще один пожар был зафиксирован в 9-этажном жилом доме на улице Кальвица в Якутске. Причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении. Как сообщает пользователь соцсетей, работа с курильщиками совсем не ведется. И что надо бы во всех этажах дома вывесить вывески о запрете курения в подъездах. Танцующие попугаи вызвали восторг пользователей соцсетей. Владельцы забавных птиц спустили видео своих любимцев, чем вызвали большое умиление. Хомусистка Алена Подлужная не прошла финал телевизионного проекта «Британия ищет таланты». Для того, чтобы пройти в финал, якутянке нужно было набрать большое количество голосов по результатам СМС и звонков. Голосовать могли только жители Великобритании. Ольга опубликовала фотографию в социальной сети, где сказала, что это был новый неплохой опыт, и поблагодарила поклонников. В этом году за звание победителя игр Дыдына во время Сыхатуймады 23 и 24 июня будут бороться 12 самых сильных спортсменов республики. 9 спортсменов, прошедшие отборочные состязания в этом году, а также победитель и призеры прошлогодних игр. Спортсмены будут состязаться в 7 видах. Победители и призеры награждаются памятными медалями и получат ценные призы. Владельцы снегоходов любят демонстрировать мощь своих железных коней. Чаще всего в интернете можно увидеть, как на снегоходах переправляются через водное пространство. Но обычно это бывает небольшая водная преграда. На этом же видео мужчина поехал по воде, которой конца и края не видно. Так как неизвестно, где снимали видео, то непонятно, это море, озеро или река. Как бы то ни было, людей напугало видео. Они вопрошают, вернулся ли он на берег. Совсем скоро в России пройдет главное спортивное событие планеты – чемпионат мира по футболу. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах России с 14 июля по 15 июля. В Москву уже прибывают первые гости и участники. Съезжаются и журналисты. Во время первенства в России будут работать представители прессы из 30 стран. В самом сердце города, на Васильевском спуске, возводят целый медиагород с въездными студиями. Пока матчи не начались, для гостей проводят экскурсию. Уроженец села Тополиное Тампонского района Петр Погадаев исполнил песни Виктора Цоя в фильме «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Создатели фильма заметили его видеоролики на YouTube и пригласили якутянина в Москву, где Погадаев записал 8 песен из первого альбома рок-артиста. Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где он получил награду за лучший саундтрек. Стучится в жилах кровь, передана надежда, любовь. Это были мобильные новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvknews@mail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ждем ваших сообщений. Отмечайте нас по хэштегу Якутия24 и МОП новости Як24. Ну а я с вами прощаюсь до следующей недели.